Плотный залп артиллерии, автоматные очереди и слаженное наступление пехоты. Это финальный этап командно-штабных учений, проходящих сразу на 2 полигонах. Стрельбы ведутся из всех видов штатного вооружения. Подразделения демонстрируют высокий уровень боевой подготовки и взаимодействия. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия на 2025 учебный год в период с 14 по 17 апреля проводится командно-штабное учение с группировкой войск «Восток» и командно-штабное мобилизационное учение с 4 и 5 стрелковыми бригадами резерва. Сегодня на последнем этапе учений одновременно на 2 полигонах Цабал и Нагвалоу проводятся практические мероприятия с боевой стрельбой. Тема ведения оборонительной операции. В маневрах была задействована межведомственная группировка, в том числе резервные бригады, силы теробороны, а также представители силовых ведомств. Учения направлены на отработку действий офицеров в условиях, максимально приближенных к боевым. Особое внимание уделено закреплению практических навыков приема и распределения военнообязанных, находящихся в запасе, уточнению на местности решений командиров резервных подразделений, ответственных за оборону. Товарищ главнокомандующий Вооруженными силами Республики Абхазия, войска Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил Российской Федерации к совместным действиям по плану учений готовы. Руководитель учения, начальник генерального штаба, генерал-полковник Савченко. Военнослужащие и резервисты демонстрировали не только индивидуальную подготовку, но и высокую слаженность в ходе выполнения тактических задач, от отражения ударов до захвата выгодных рубежей и взаимодействия с тактическим воздушным десантом. Оценивая происходящее, президент Бадра Гунба подчеркнул, что такие маневры играют ключевую роль в укреплении обороноспособности республики. Благодарю вас за участие в учениях. Безусловно, для нас самое главное – обороноспособность нашего государства, нашей страны, безопасность граждан нашей страны. В этом смысле мы обязательно продолжим такого рода боевое слаживание подразделений и частей, в том числе и резервных. Я уверен, что ваш опыт, навыки, стремление обеспечить безопасность нашей страны создаст благоприятные условия для нашего государства. По итогам командно-штабных учений президент страны дал положительную оценку действиям Минобороны, резервистов и силовых структур. Я высоко оцениваю учения Министерства обороны, подразделений силовых структур. Это важное направление для взаимодействия наших подразделений, частей, взаимодействия в том числе и с резервистами. В рамках наших учений был проявлен высокий результат слаженности, взаимодействия. Я уверен, что такого рода учения дадут возможность укрепить наши вооруженные силы. Боевой этап учений завершен. Подразделения продолжают отработку специальных задач. Нужно отметить, что это не просто тренировка, а реальная проверка оборонного потенциала республики. Заур Кварча, Инала Гухава, Абаза ТВ.